На канале Война ТВ. Перед вами грузовой лифт. Грузовой лифт, его установили вчера, изготовили немного ранее. Вчера произошла установка, наверху закрепили мы тельфер. Теперь осталось подключить электрику. И вот через одно здание устанавливается второй лифт, тоже такой же конструкции, грузоподъемностью до 1 тонны. И вот мне что пришло в голову. Каким образом чеченцы при строительстве древних башен использовали подъемные устройства и как назывались эти подъемные устройства? Если я не ошибаюсь, чеченский лингвист Арбил Агапов высказал предположение, что этнолингвистическая группа, известная как дзурдзуки, по его мнению, происходит от слова дзурзуак. То есть дзурзуак – это изначально лебедка. Точнее, если я выражусь, это, наверное, скорее всего, трещотка. Трещотка, которая фиксирует груз на высоте. Вот таким образом появляется еще одна версия происхождения термина дзурзук. Вот так вот. Как вы думаете, может ли этот термин происходить от названия трещотки в нахском языке? Так, я постараюсь увеличить. Вот там стоит подъемный кран, корзинка, вверху устанавливается тельфер. Тельфер установится, далее будет устанавливаться две направляющие и, соответственно, корзинка. Вот это примерно современные технологии. А вот в древности тоже была надобность для подъема грузов на высоту. И чтобы удержать этот груз, как я сказал ранее, необходима была трещотка, которая в нахском языке, в чеченском, ингушском, по-видимому, называется дзурзуак. Дзур, я, наверное, скорее всего, думаю, что это звукоподражание, а зуак – это клюв. То есть звукоподражание от трескотни самой трещотки. И зуак – это крючок, который удерживает механизм для того, чтобы он обратно не провернулся. Вот такая возможная этимология термина дзурзук. Все, на этом я завершаю эфир. Всем доброго дня, хорошего настроения, хороших мыслей. До новых встреч. Марш Ойл Адикер.